Проще говоря. В последнем выпуске года принято подводить некие итоги. В нашем случае итоги политического года республики. Вот простое перечисление значимых событий из этой категории. Голосование за поправки в Конституцию. Выборы главы республики и формирование правительства. Выборы Государственного совета. Это только то, что принято официально относить именно в категорию событий политических. Но, вне всякого сомнения, к этой же категории следует отнести противостояние общественности и экотехнопарка на станции ШИС. Там протестный процесс стал значимым фактором текущей политической жизни. Отставка 2 губернаторов, в том числе итог этого противостояния. Ну и, разумеется, пандемия. Экстренные меры и неизбежный урон экономике региона наложили свой отпечаток на все политические процессы. Из этого ряда трудно выделить главное событие. Новый глава и новое правительство – это, конечно, очень значимый фактор. Кабинет министров формировался непросто. Чиновники нервничали. Все отставки и назначения активно комментировались в интернете по самым разным каналам. Комментарии к официальным сообщениям, посты в социальных сетях и бурный рост анонимных телеграм-каналов. Первые итоги работы нового кабинета будем подводить через год. Государственный совет тоже обновился. Правда, не так существенно, но все же заметно. Особенно заметна стала роль того же интернета сначала на выборах, а затем и в освещении первых шагов и решений новых депутатов. Прямые трансляции разного рода дебатов в интернете набирают все больше просмотров. Пока что наиболее острые и болезненные вопросы были территориальная схема по обращению с отходами и государственный бюджет на следующий год. Вопросы очень непростые. Их трудно в доступной форме полноценно разъяснить в традиционных СМИ. Не хватает площадей и эфирного времени. А вот интернет дает возможность каждому составить свое мнение, если есть такое желание. Все аргументы и факты, вот они, все ходы записаны. Я бы обратил ваше внимание на дебаты по поводу межбюджетных отношений. Наш республиканский бюджет на следующий год запланирован с заметным дефицитом. И вины республики в этом нет. Сейчас наши депутаты хотят выйти с инициативой о 5% доле налога на добычу полезных ископаемых в пользу республики. Это дополнительно до 8 миллиардов рублей в год. Сбудется ли такое новогоднее желание, увидим в следующем году. Раньше такие темы особо не обсуждались, но проблема существует. Пандемия и информационная революция просто вынудили вынести эти вопросы на публичное обсуждение. Чем дело кончится, пока не ясно. Уже то, что регионы не молчат и предлагают варианты пересмотра сложившейся системы, радует и дает надежду на лучшее. Как видим, процессы разные по содержанию, но общая в них заметно возросшая роль интернета и новых информационных технологий. Они тихой сапой вошли в наш быт. Мы теперь и знакомимся, и совершаем покупки по смартфону. Через сайты госуслуг можно не только жениться, но и подать заявление на развод. Минувший год показал и политическую значимость этих технологий. Темы русских хакеров, кибератак и информационной войны стали постоянными на главных каналах что у нас, что у наших врагов-партнеров. Это все высокая политика. У нас на практике в этом году резко возросла посещаемость таких ресурсов. Тут все понятно. Люди просто научились получать справки, писать заявления и платить налоги без хождения по кабинетам. Сюда же можно отнести многофункциональные центры. Они и вышли на проектную мощность. Обращения туда уже стали привычными. Большой популярностью пользуется сайт Общероссийского народного фронта. Здесь тоже можно жаловаться. Например, на убитые дороги. Эта информация ставится на контроль, обобщается и тоже идет по направлениям к чиновникам разных уровней. И учитывается при составлении планов на год. Есть еще целый букет сайтов, так или иначе связанных с благоустройством. Туда можно давать свои предложения, обсуждать проекты и просто жаловаться. В этом году очень заметно активизировались персональные странички депутатов и глав муниципальных образований.
По некоторым наблюдениям, это достаточно прямой путь решения житейских проблем. Заработал в Коми и Центр управления регионом. Это особая структура, призванная максимально обобщить и повысить эффективность интернет-ресурсов на благо общества и государства. Это только первые предпосылки года наступающего. Будем внимательно следить за реализацией надежд и ставить галочки, в том числе в интернете. Так что с наступающим!